Ох, ребята. Фух, прибыли на избу. Посидели, немножко отдохнули. В общем, планы какие. Завтра поход. Завтра у нас полноценный день. Завтра идем в поход. Серега прокатит до одной речки, которая впадает в это озеро. Одна из одних, так скажем. Вот. Там, короче, подвигаемся. Там с обедом, наверное, будем. Короче, ну, в общем, в поход пойдем. Вот. Время, ребятки, 3 без 15. Че, надо заниматься делами. Надо заниматься делами. О, сейчас скину тут все. Кушать готовить. Собаке надо приготовить. Ну и рыбу потрошить. Что, Серега, как обычно, на свою зубочистку. Там пускай что-то делает. А я приготовлю суп на сегодня, на завтра. Рыбу нажарим, наверное, да. Ну и собачки приготовим. Вот. Так-то все шикарно, ребят. О. Жарко, блин. Погода такая себе. Поставил водичку. Есть остатки тут. Рис. Гречка. Тушеночка. О, собаке пойдет. Такие дела. В общем, занимаемся, да, малыха? Красотка. Сейчас приготовлю. На обед, на обед. Василий сказал, нужен суп. Блин, лаврушку искал. Ё-моё, тут у него это лаврушки. О, гороховый. Пойдет. Картошки нету, а вот супчик пойдет. А это куриный уже. Что у нас там еще есть? О, ну, значит, будет куриный. Опа, упала. Ладно. Вот у него, оказывается, здесь. Все есть же. Тут куриный. И возьмем какую-нибудь, наверное, говядинку, да? О, с говядинкой. Как думаешь, мать, нормально будет? Пойдет. Пойдет, конечно, пойдет. Что там упало? О, блин, лавровый лист. Я вчера рыбу уху варил, думал нету, а у Сереги тут все есть. Ладно, ништяк. Можно, в принципе, и с бобрятинкой замутить супчик. Ладно, Серега сам потом как-нибудь разберется. Так, это на обед. Надо зажарку еще лук сделать. Вот. Что у нас тут еще? Тут у нас что? Тут у нас хлеб, вода, кока-кола. Ладно. Ну все, нормально. По старой схеме, да? Да, рыбу чистить. Все, в наше время без этой штуки рыбу не почистить. Там надо на голову отрубать надо. Да. Трофейку-то. Не хочешь сюда очередного прикрепать? Да хотя маленькая, да? Чё Вот видишь, как птички. Похавали, да? Да, вон, посмотри. Жуть какая. Все выдолбили. Это птицы. Это на сколько, Серег? Это вот восьмерка вот эта, которую поймали. Восьмерка, да? Но она прям поболее, чем наша-то будет. Ну, понятное дело. Не сильно, но такая прям Приятно. А это судачок. шестерка. Шестерка, да? Ага. Ну, Ну, понятно. это пятерка такая, смешная. Так что это не трофей. Не будем доску почета портить. Ну все, пошел рыбу чистить. На пятерку? Конечно. Надо, Серег, ее, ну, раскрыть, мне кажется, да? Да, да. Она здоровая слишком, да. Ух, ребята, такой кайф, блин, а. Такая красота. Офигеть. Вот выезжать, завтра еще денек, потом собираться домой. Все, дела-то тоже, как говорится, дела, делишки дома. А так, блин, тут остаться бы еще, погода такая классная. Бабе лето. Бабе лето.
Класс. Да, малыха? Чего? Сейчас кашу тебе сделаю. Подожди-ка. Это труба моя. Со мной спит, со мной ходит. Короче, осадки, ребята, и рис, и гречка. Все пойдет. По пакетам, конечно, все это дело. Ну ладно, что. Готовим на походный. Газ закончился. Большой баллон закончился. Так что будем увозить. О, как раз того. Все, пускай варится. Это в костерочек. И вот такая пойдет главпродукт. Хорошая тушенка, кстати. Это собачки. Ой-ой-ой, Сереж, что там у тебя за рыбы-то? Вот такая рыба-кит. Как-то тоже справится, да? Склизкая, да. Серега по красоте, как обычно, все режет. Сначала плавнички уберем все. Кстати, заметил, вчера Вчера что-то чистили, а мыши за ночь все таскают. Да, все уносят. Ну, мыши вообще прям. Мыши и вороны. Вороны, чайки туда же. Ничего не остается. Рыбейка уходит вся. Полностью. Без всяких вариантов. Ну да, голова только полкилограмма, как ты говоришь. Ну да, вот что вести с собой такую. Котлетки знатные будут. Ну да. Красавчик, короче. Ладно, Серега занимается. Пойдем, не мешай. Пошли, место, пойдем. О. Пойдет наша девочка. Все, собачки готовы. Сейчас дохнет. Так, все понял. Заново. Короче, ребята, у нас тут хитрая кнопка есть. Вот такая штука работает, да, класс по судаку, конечно. Какого, Серег, пожарим? О, конечно. Нормального, да? Да, нас хватит. Ага. На разочек съесть. А большого потом все равно холодное уже не такое. Все, да? Делай красиво. Блин, нифига себе. Быстро. Надо рыбой заниматься, ребята. О, мамаха какая лежит. Рыба-то сохнет на солнце.
Ёлки-палки, фиг поднимешь еще кракозябру эту. А? Так. Угу, опять. Беда. О. Котлеты, да, Сереж? Конечно. Стабильно. Там косточки крупные, можно их вытащить. Готовка, конечно, у нас, ребята, просто люкс. Все готовое. Готовим. Ну что? Вот это уха, Серега, да? Вот это да. Опа. Четко. Вот так вот. Четко. Вот это заготовка, ребята. Все. Все. Красота. Так, собак я изготовил. Суп приготовил. Все ништяк. Попечил, посолил судочка. Всё. Мучки сейчас только туда и погнали. Ну, всегда пакеты, ребята, использую. Немножко мучки. Понеслась. Классно получается. Ничего не мусорится. Хоть в палатке, хоть в избе, хоть дома. Только так готовлю. Да, небольшой расход муки, конечно, но в принципе недорогая. На этом экономить. Щечки. Ну, это можно еще на следующий раз запустить. Ну вот, ребята, тем временем вроде домой приехали туда-сюда, ну час-два и прилетает. Серега на рыбе, Да, я тут что-то на обеде, блин, капец. Ну ничего, как-то без этого никак тоже. Да, Васильевич? Очень. Что, разбодал эту пятерку?
Ну вообще. Раз- 4 часа уже, елки-палки. Да. Когда рыбачить-то? Серега сегодня предлагает, короче, ребят, не заниматься бутылками, а съездить, короче, на ямку. Посмотреть там одну ямку. Хотел мне показать. Это палки взял именно для этого, чтобы там покидать. Ну, там, короче, походим по бровкам, посмотрим. Вечерку там проведем. А сейчас обедать. Да. Вечером на бутылке не пойдем. Не пойдем. Не пойдем. Пойдем, Всё. да. Мы не успеем. Либо бутылки, либо троллинг. Надо выбирать. Я предлагаю выбрать троллинг. Бутылки постоят, нормально. Мы и так почти в обед переоснастили, так что нормально постоит. А утром спокойно пораньше съедем и все. А завтра, в следующей серии, смотрите, Андрюху, мы поедем в загадочную речку. Как ты ее обозвал? Нищая. Нищая? Нищая, еще Беспонтовая. беспонтовая, вот. А нормальное официальное название реки Пустая. Она говорит, нищая. Какая нищая, беспонтовая, безрыбная. Как еще-то? Да это по-всякому, Серега. Там как только не залетало. Ну ладно. Не, на самом деле очень красивая река. Мы поедем туда на весь день. С утра только вот бутылки переоснастим и Да. поедем. Да. Там же будем обедать. Ну, я надеюсь, что что-нибудь поймаем. Скорее всего, не так много будет, но очень будет красиво и душевно. Мы же не ради рыбы, правильно? Вот. Съездим, посмотрим. Такие дела, да? Такие дела. А теперь обедаем. Обедаем. Я так есть хочу, капец. Ты меня голодом моришь. Там уже все готово, Серега, сейчас несу. Ребят, ну что, мы вернулись с моря. И как правильно говорит Сереж, с моря, да? Почему с моря называют? Потому что большое озеро, Ты посмотри, какое, да? как море. Как я обещал, ребят, обзорчик у Сережи на комплект. Я вот походил уже третий день, получается. Кайфую просто вообще четко. Есть музыка, есть приятное кресло. Я не знаю, ну вообще класс. В общем, сделано прям по уму. И вот хочу как раз Сережа спросить, пару вопросиков задать. Как до этого докатился человек? Ну круто, в общем, ребят. Сереж, на связи? Связи, смотри. Это Прогресс 4. Если мне не изменяет память, это, наверное, 76-й или 78-й год выпуска ее. Старая лодка, да? Очень старая. У меня фотки где-то есть, и ролик есть про нее. В общем, там, ну, такое зеленое было, корыто. А есть у тебя ролик, да? Можно там Есть, подробно, да, посмотреть? Обзор Прогресс 4 там на моем канале есть как бы. Вот, но там было, наверное, сколько, 5 или 6 слоев краски уже такой, ну, кисточкой намазано, все по красоте, как говорится, да. Вот. В итоге ее пескоструили. Ее не шлифовали, ее пескоструили мы, вычищали все убирали старые заплатки, ставили новые. Подожди, Туда Сереж, у нас перебью тебя. заплатки Ты были. что, у какого-то дедушки купил, да? Бабушки? Ну, Типа у меня того? много владельцев было, Да? да? Нет, я купил у мужика ее где-то, ну ладно, короче, неважно. В общем, да. Вот. И начали ее приводить в порядок. Во-первых, с нее убрали вообще все, осталось только само корыто, как бы, вот сам корпус и все. Корпус пескоструили, чистили, грунтовали. Вот. Потом начали варить. Сделали корму. Здесь, в общем, транец усиленный. Сделали лючки под нее в этом трансе. Транец. Самый длинной рецесс. Вот такие вот лючки сбоку сделаны. Вот. Здесь фильтр, сепаратор, груша выведена. Вот эта раздушка, получается, с бака выходит. То есть вот туда трубочка с бака выходит. Сейчас до бака дойдем. Да, до бака дойдем, кстати, да. Вот, поставил лесенку такую. Лесенка очень хорошая. Лесенка прям нужна, если купаешься. Да и на всякий случай, допустим, там для безопасности, если, не дай бог, кто-то выпал с лодки, еще что-то, но в волну сложно забраться на нее будет, не так-то просто. А здесь хотя бы эту лесенку скинул и все.
ты на месте. Ладно. Раз такая пенка, Сереж, давай с мотора смотри. На корме вот такая дура висит, 50-ка Ямаха. Ну, максимально на прогресс по паспорту возможен 50 лошадиных сил. Вот у меня денег хватило вот на такую вот красивую вещь. Машинка. Может быть, оно четырехтактный был бы и получше, но эта машина проверенная, как бы, пока не подводила. Ни разу. Фу-фу-фу. Пока не было такого. Да, кстати, Да, четырехтактный, у него получается, как называется, микс. микс, да. Вот, кстати, по могу- поводу микса, вот что-то я так и не понял. Вот Вот бачок. если ты заливаешь сюда масло, да? Вот сюда масло и все. И получается заливаешь чистый бензин. Да. И у тебя он сам автоматом делает, да, все Да. делает красиво. 3 горшка, хороший мотор, простой, надежный, Тоже уже, неприхотливый. тоже уже годов, да, уже, да, Сереж? Много. Много, да. Вот. Если дальше по корме идти, вот можешь показать вот датчик, эхолот стоит. Датчик холода, да. Совершенно верно. Сделал его так, чтобы вот его можно было обязательно поднимать. Причем сделал так на усиленную планку. Ну, я просто один уже сломал, поэтому теперь все усиленное, все с запасом прочности. Так, по корме получается у тебя вот два рундука. У тебя помпа, я смотрю, есть даже, да? Обязательно. Как без помпы? Помпа обязательно. А в рундуке здесь у меня сейчас масло, в том числе для редуктора, потому что, ну, проблемы были. Сальник выгнуло. А, у тебя здесь типа Да. какой-то ремкомплект, да? Да, масло обычное здесь же винт запасной. Короче, вот это- На случай, а если? А если, да. А если? Так, ладно. Сколько длина, Сереж, этой лодки? 4,5. 4,5, 4,50, да? Ну, То бишь да, не да. регистрат, то бишь, понятно, права, все дела. Обязательно. Регистрат, права, да, все. Так, ладно, понятно. В общем, по ништякам, ну это понятно. Тут же и Сделан тент, тент. ходовой тент. Хороший тент, мне нравится. Единственное, что все равно неудобно, некомфортно через пленочку смотреть, когда идешь. Я люблю высовывать, знаете, как собака вот так в окошко высовывает в машине морду. Я так же езжу. Нет, слушай, ну Сереж, вчера вот, допустим, мы с тобой вдвоем просто, 2 минуты мы его поставили. Если, прикинь, гроза, а ты на воде, это, да, это классно же. Да, сразу натянул и все. Тоже, кстати, ролики есть, мы тут с Юриком так рыбачили. Ну, когда холодно, дождь идет, осень, да, ой, неприятная вещь. Смотри, такой диван у тебя сразу здесь. Вот, сделан такой мягкий диван, потому что я человек семейный, у меня 2 детей, жена любимая, вот, катать семью надо мягонько. Мягонько. Надо мягонько, чтобы все комфортно, приятно было. Эта штука поднимается. Да, понятно, вот так. Вот. Здесь вот у нас уже понакидано всякое. Аккумулятор стоит. А, вот, кстати, аккумулятор, да. Да. Аккумулятор стоит прямо в ящике в таком. Ящик стоковый. Там, кстати, вон чехол висит. Чехол от чехла. Чехол от тента. Вот. С собой вожу вот такой набор экстренной помощи. Там газовая горелка, баллоны, веревка. Здесь свечи, всякие изолента. Вот там огнетушитель есть. Там конец Александрова. Ничего себе. Черпак. Набор ключей. Кстати, пассатижи там. Все. Котелок. Кстати, мы завтра... Да, скорее всего, ну и всё удочки, смотри, да, используем. Сереж? И Да. удочки, да? Ну и там места много остается, поэтому, кстати, это тоже оттуда, из набора выживальщика, я так называю его, Все понятно. на случай, а если. Вот. Ну вообще, Тихо. Ага. еще что-то мешает. Ладно, вот. Что внутри у нас получается? Эво-коврики сделаны. Эво-коврики из 2 половинок. Тоже 2 так. половинки скрепляются между собой вот А, ничего себе. на велкро. Ну, чтобы они не ездили никуда. Шиты под заказ, то же самое, чтобы прям по месту было. Борта, смотрю, да, сделаны, Сереж, да? Борта, да, сделано Внутри у тебя там такая, это, как его? из этой же кожи молодого дермантина. Угу. Вот внутри все вот эти вот ящички отделаны. Как называется? Я даже не помню, как называется это. Вроде как типа шумоизоляции. Ну, что-то типа такое того, да. автомобильное, Ага. Как войлок такой тонкий. Да. Все обклеено, проклеено. Зачем? Ну, во-первых, тактильно и красиво. А во-вторых, меньше звенит. Ну, алюминий, если тонкий, то он брякает. Неприятно. Ну и в общем это везде открытие, смотри, это тут туда все Да, приманки, что-то туда ставишь, да, ложишь? Да. И здесь вот такая вот приятная вещь. Вот это я пытался наклеить как сеточки, только они не приклеились, я только зафашмачил стол. Столик, да. Ты не показывал мне столик этот, кстати. А мы все рыбачим, мы ж не едим. Нам есть некогда.
все время рыбачим. Отлично, отлично. То есть и по этой стороны. Смотрите, Да. ребята, рундуки как бы есть, да, но они вот мягенько, все спрятано, все классно. С твоей стороны рундучок конзешный такой вот этот. А, вот это, Можно да. открыть его. Да, здесь. Не буду открывать. В общем, там Здесь, то же кстати, самое, масса. там. Здесь, кстати, масса вот это полностью выключается. А в рундучке там то же самое. Там чай, кофе, кружка, ложка, спички, мыльно-рыльный набор. Там такое, в общем. На случай, а вдруг где-то придется там переночевать. Обычно, Сереж, по бокам вот эти весла, да, они везде здесь. Да. У тебя они спрятаны, смотри. Борта усилены вот этим алюминием. Да, это дало лишний вес. Может быть, оно и нехорошо, но с другой стороны лодка стала намного крепче. То же самое, как на носу. Мгм. Вот, да, весла разборные. Вот эти вот матерые такие, жесткие. С той стороны еще багор зацеплен. Там как-то не то. Как в нишах таких, да. У тебя на клипсах они там, да, стоят, Да, смотрю? да, это вот резиновые такие вот эти. Ага. Ну, понял. Не доставай, Вот Сереж. оно. Все, они Отлично. держатся спокойно, ничего Не, ну мешает. куча приманок, слушай, куча вещей, ничего не валяется. Вот реально, все спрятано, все классно. Все круто. Что? На носу получается, ну, место оператора, капитана. В общем, сделали консоль. Кто знает, как бы на прогрессе 4-м там, да, стекло ставишь, и там остается место, вот, ну, вот столечко. То есть туда, по большому счету, не поставишь ни эхолот, ничего. То есть максимум можно кинуть ключи, там, воблер какой-нибудь и все. Поэтому было решено делать консоль. Делать консоль красивую, чтобы можно было, выход был прямой на нос. Замечу, вот там если заглянешь, там все штатное осталось. Ничего не вырезано. То есть вполне себе лодка регистрируется спокойно, мы ничего Да? не трогали. Все штатное, все на ней. Ни одного узла, ничего не вырезали. То есть это по большому счету все наварено сверху. Вот. Сделана консоль такая, сначала ее делали из картонки, выгибали, вот это вот делали форму, потом уже алюминий варили, ставили, подрезали, еще раз проверяли. В общем, такое хлопотное дело. На заказ стекло под размеры консоли. Стекло. Ну, как стекло? Это поликарбонат. К сожалению, вот когда вез, вот, видишь, можешь показать. Да, здесь, кстати. Камень прилетел, раскрошило. Но это осенью поменяю. Пока сезон так откатаюсь. Что еще? Машинка тоже Yamaha, да, смотрю, да, стоит, Сереж? Ну да, все, стоковая машинка Yamaha. Здесь получается датчик ее, это датчик топлива стоит. Почему? Потому что вот заглянешь, это бак стоит. Это топливный бак на 70 А, вот литров. это бак, да, получается? И он то же самое прижат просто к стенке туда, грубо говоря, вот, которая родная есть. Вот, он такой вот узкий, на 70 литров как раз. Топливная горловина выведена. Кстати, очень удобно. Не надо было там ничего снимать тен, просто Сережа отодвинул, бац, и все, и пошла, да? И все, Заправка. да. 70 литров, это, в принципе, хороший расход, слушай, Сереж. Ну, видишь, Это, в принципе, мы с собой привезли. План выходного дня, да, можно покататься, правильно? Да. Ну, двухтактный мотор большой, он как бы кушает изрядно. Что еще у тебя там? Магнитола стоит, магнитола с блютусом. Вот. Это прям решает. Вот с телефона включаешь, и нормально, музыка пошла. Рундук тоже такой симпатичный сделан. Рундук, знаешь от чего? Там он- Кому интересно будет, это рундучок от огнетушителя. Серьезно? Да, это для хранения огнетушителя. Вот посмотрите, и он прям сюда встал четенько. Мы его только покрасили, он же белый. Ну. А мы покрасили, чтобы он не сильно отличался, здесь выделялся. Классно. Что еще по ништякам тут спереди? Ну, понятное дело, эхолот. Эхолот решает. Это прям. У меня эхолот простой, это Hook Reveal 9. Ну как простой? Лоуренс. Непростой, Нет, есть. Ты что, есть. я понимаю. Есть сенсорный, это просто кнопочный такой, но все равно. Все, что нужно, в нем есть. Есть боковое сканирование, нижнее сканирование, понятно. Глубина, скорость, все. Музычка есть, там колонка снизу, да, врезана, да, Да, Сереж? колонки вон там поставлены. Не скажу, что они удачно стоят, их надо немножко переделать. Мгм. Потихонечку займусь, сделаю. Понятно. Белые штучки такие. Я думаю, что такое, Серега? Это, кажется, подстаканники, ребята. Конечно, вы что? Как Опа, стаканчик? смотрите. Вы что? Ты уже закрываешь И у дверочку. пассажира такая же Да, фигня. да. Всё. Конечно, вот Отлично. чай налил, хорошо, стаканчик когда поставил. Не, был, ну круто, да, круто вообще. крышечку, всё. Круто. Понятно, там Она не скачет. да, телефон у Сережи стоит. И вот получается это Это пульт от лебедки. лебедка. Лебедку Есть. SIA Pro не покупайте. Вообще, фу. Прям фу. Подвела, да, Сереж? Да вон, видишь, вон опять все. Кидаем якорь так руками. Я пытался ее починить последний раз, она каждую рыбалку ломается.
Хороший рундук, кстати, Серега, у тебя вообще. Вот. Много чего туда можно поместить. Фонарики стоят, Да, ходовой огонь. ходовые огни, фонари, сигнал стоит. В общем, все, что для гимса требуется, для получения техосмотра на нее, техосмотр пройден. Это получается то же самое, да, Сереж? Да, Тоже лежа делал. специально сделаны. Почему? Потому что, ну, проще. Ты взял ее и потащил куда-то. Не надо дергаться. Удобная, хорошая вещь. Ставят высокие, ну, наверное, может быть, имеет место быть. Но мне высокие не нужны. Вот. Здесь, это я подсмотрел. Вот эту тему. Ничего себе. У Андрея Зверева, да, это прям шикардос. Ножкой сюда, попой То сюда. бишь, что это вот Здесь- полноценное место, да? Здесь включены стоят. И все, ты можешь отсюда грести. Здесь можешь просто сидеть рыбачить. Ребят, смотрите, видали? Я такого не видел еще. Это у Андрея Зверева посмотрел, это не моя идея. Сюда проклеил утеплитель, утеплитель, говорю, уплотнитель этот новый. Потому что старый весь кончился. И все, чтобы водичка не забегала. Ну, это понятно. Ну, это блогерская тема, короче. Так, ладно, Серег. Что бы ты хотел еще сюда поставить? Или, допустим, поменять? Или, допустим, Эхолот модный хочу. холод хочешь модно? Да, хочу эхолот получше. И панопсис тоже хочешь? Нет, панопсис не хочу. Мне вот. А как вот мы с тобой такую ехали, же я вот тебе по девятку. поводу вот этого, я говорю, то, что вот есть и электромотор. Ну да, якорь, электромотор, вот якорь вот этот, да, было бы шикардос. Все понятно. Хватает. Ну, чего, он стоит много. В общем, Сереж, денег. это получается, это твоя первый твой комплект. И ты Первый. подошел к нему вот так, да? Да, я собирал его и делал под себя, под все свои хотелки, чтобы совместить и лодку для прогулки с семьей, и для выезда дальнего куда-то, потому что наличие бака, наличие больших вот этих вот, скажем так, рундуков и туда-сюда, чтобы туда вещи сложить. И в то же время для того, чтобы можно было рыбачить. Вот этот нос усилен, да, я понимаю, опять же, лишний вес с этим алюминием, но зато ты на нем, по нему ходишь спокойно. Так я он не бутылкой давится. достаю. Да, 100 да. килограмм кабанчик бегает. А так вот, то же самое, с удочкой встаешь и Понял, Сереж. Видел у пацанов обзоры, вот смотри, вот, допустим, под осень есть стенд, да, допустим, по Вибаста. Вибаста. Ну, слушай, я вот поздно осенью практически не хожу. Да. Ну, это холодно, это издевательство прям такое. Кто ходит, да, можно поставить. По идее, тент накинул, выбасту включил, да, тепло, хорошо. Да. Ну, мне пока не надо. Все понятно. В общем. И сколько это все делалось по времени примерно? Ну, плюс-минус. Слушай, ну, год практически. мы Год, да? собирали. Да, Ладно. это нет, это не, Самый- я, самый это этот- не я такой рукодельный, да. Понятно, ребята мужики делали. да. Ладно, понятно. Сколько вот примерно все по деньгам, Сереж? Ну, если со всеми приборами, с моторами, вот со всем вот этим, вот, ну, тысяч, наверное, 750-800 Да. вышло. Но это хорошо, то, что было растянуто по времени. Понятно. Да, Не все то есть сразу, ты, да? Да, ты потихонечку одно купил, другое купил, вроде так оно и ничего пока. Не, Но это вложение, я думаю, что мне классный комплект, ребята, я не знаю, вот. Кстати, вот эти кресла, кстати, поворотные, тоже, смотрю, такие серьезные. Ну, они не сильно дорогие, нет, здесь они телескопические, да, то есть, грубо говоря, можешь, Складываются, да. да, ну, понятно, складываются, ты их еще можешь Во, приподнять, как ничего бы, себе. и прям вот такой вот ехать, красавчик. Ну все, теперь надо только сесть, чтобы опустить его. Ну круто, круто, Сереж, вообще классный комплект, конечно, блин, вообще. Понятно, лодка старая, но, ребят, смотрите, она живет. Корпус старый, но корпус получил вторую жизнь. Да. Иначе она бы просто где-нибудь сгнила бы и все. Или на алюминий бы сдали, да, Сереж? Да? У нас... На алюминий сдали бы и все. Не, круто, круто. Я все по видео смотрю. В общем, ребята, информация какая-то нужна, допустим, Сереге пишите, вот, ссылка будет в описании. YouTube канал Дзен, не знаю, контакт Серега даст, не даст. Короче, вот, это реально все сделано, вот, никуда не надо ходить, в принципе, все доработано. И, ну, За эти деньги, вот в такой комплект ты новый ничего не купишь. тем более в наше время, Серега. Сейчас, сейчас вообще. Сейчас вообще Круто, классные круто. ценники, да. Руль тоже что-то такое непонятно, слушай, что-то где-то просто лодочный. Алиэкспресс, да. Ну, чтобы красненький был, конечно. Понятно. Комплект же красный. Понятно, да. Красный, серый, все. На будущее что-то хочешь еще какой-то, ну, в плане, допустим, мотора? Я бы мотор четырехтактный. наверное. Четырехтактник, да, хочешь, да? Потому что это все-таки, ну, хороший, надежный, но кушает очень много. Ну да. Мы с собой сколько вот привезли? Привезли 120 литров? 120. Больше. И бак еще полный. 4 канистры по 20, 80 до 70. Ну, вот.
Погулять, да, порыбачить, да, Сереж? И нам получается на 4 дня. Полных 4 дня, да. Вот так вот. Кстати, надо опять заправлять ее. Кашалотная, да. Да. В общем, ребят, вот как-то так я хотел показать, потому что лодка очень крутая, мне понравилась. Вообще, ну круто сделано вообще. Видно, что здесь душа Сереги вложена, потому что, ну нет никаких каких-то запинаний, понимаете, все под рукой. Вот видно, что человек прям не просто так, знаете, взял его, там деньги заплатил и там ему сделали. Видно, что он для себя сделал это все Когда дело. покупаешь готовое что-то, ты покупаешь готовое решение. А когда делаешь, начинаешь вот так вот, начинаешь думать, а вот это мне надо, а может не надо. И делаешь то, что именно нужно тебе. Зачем этот якорь нужен был? Для того, чтобы я не вставал туда, не бегал, не кидал обычный якорь. Но, к сожалению, он меня вот подвел. Ну ладно, я поменяю его. Круто, Вот. круто. Серег, молодец вообще. И по рыбалке, что буду, да. и- Шикарно, шикарно вообще, шикарный комплект. Все круто. Прицеп, ребята, то бишь и ходовой, как это правильно называть, Сереж? Ну, Переносной ходовой, или как? Транспортировочный. Транспортировочный тент, да. То есть все чистенько. Ночью закрываем. Класс, вдвоем здесь просто, ну, бегать. Плюс собачка у нас вот сидит. Классно вообще. Молодец, Серег. Вот, в принципе, это подход вообще классный. Реально. Это не то, что куплено, это все сделано, доработано. Блин, молодец. Отлично. Деньги, мне кажется, вложены в душу. И тут реально, вот сейчас ходишь и просто кайфуешь, да, Сереж? Да. Эти деньги Удовольствие просто вообще, работают, да. Да. Ничего не подводила. Один раз по своей тут глупости подвела. Почему? Аккумулятор высадил. Все. Отлично, отлично. Больше такого нет. А, кстати, по аккумулятору, то бишь двигатель, получается, работает, заряжает, да? Да. Все правильно же? Конечно, конечно. Все Да. питает. Ну вот обычно все равно вот после рыбалки там или перед рыбалкой поставил на зарядочку, его немножко прокачал, подзарядил опять. И все. Здорово, здорово, Сереж. Классно, ребят. Ну, в общем, такие дела, что могу сказать. Я просто только восхищаюсь. И сам понимаю, что есть к чему стремиться, ребят, понимаете. И, ну, это круто. Так что вот, ребята, водомоторники, вот пишите свое мнение, не знаю, что скажете. Понятно, что заводское решение, а здесь вот прям все доработано. Старая лодка, она ходит, работает. Помпа есть, выкачка, все, ну все по уму. Что, Сереж, скажешь людям, которые сейчас хотят завести мотор, Дерзайте, лодку? дерзайте, жизнь одна. Не надо сидеть и ждать, когда что-нибудь там изменится. Жизнь одна, надо жить здесь, сейчас, Всё. и не упускать. Сегодня, время. Да. И как там говорится, под килем, сколько там надо? 7 футов? Под 7 килем, футов да? под килем, да, Всё. точно. Отлично. Все, давай. Красавчик. Только канистры туда. Буль, 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 буль. Если получится, нет. Нифига. Нет, не получится. И получится. Красавчик, Серега, красавчик! У-ху-ху! Вообще по красоте. Четко вышли. Все, море, ребята. Василий, красавчик. Нормально. Весь миляк мы проходим. Класс.